Пространство коллективной работы «Точка кипения Якутск» запустилось в сентябре 2018 года. Было грандиозное двухдневное мероприятие. Конечно, предпосылки зародились еще в 2014 году, когда прошел первый форсайт-флот в Якутске. Тогда уже обрисовалась ядерная группа под нашим лидером Арсением Сергеевичем Николаевым. Точка кипения – это территория, которую начало создавать агентство стратегических инициатив при президенте нашей страны. Начало появляться относительно недавно, но сегодня во многих крупных городах страны они работают, и везде они становятся центром притяжения молодых, креативных людей, неравнодушных граждан, активных граждан, которые смотрят на развитие страны, развитие своих территорий искренне. Это уникальный формат, и не только в масштабах российском, но и в международном. Началось в Москве движение, сейчас охватило уже всю Россию. Она почему называется «Точка кипения»? Потому что в ней все бурлит, в нее приходят новые люди, которых раньше бы не попадалось ни в коем случае тебе на жизненном пути. А здесь ты можешь просто увидеть новых соратников, начать с ними разговаривать. Это в каком-то смысле безопасный вход. Магия «Точки кипения» в том, что здесь на одну запланированную встречу приходится 3 незапланированные. То есть это как раз то место, где сформирована критическая масса энергии этих людей, которые пытаются наш регион развивать. Ну и самая, наверное, действительно главная ценность, то, что это неформальная обстановка, которая позитивно влияет на общение. То есть если человек хочет каким-то образом сделать какой-то вклад, но не знает, как это сделать, точка является тем местом, куда он может прийти и познакомиться. То есть это еще место, где происходит этот нетворкинг, так называемый. Не только официальные люди собираются, да, не только вот такая государственная, но и частные люди, какие-то сообщества по интересам. Каждый посетитель пространства коллективной работы, прежде чем попасть в зону работы, скажем так, должен быть зарегистрирован на платформе Лидер ID, иметь свой профиль. Лидер ID – это очень важный и нужный инструмент для тех людей, которые думают о том, чтобы быть на волне происходящих изменений. Это возможность создать свой цифровой профиль. С одной стороны, это очень просто, Лидер ID, а с другой стороны, это очень такая сложная штука, которая на самом деле работает сразу на несколько целей. Очевидно, Лидер ID – это способ учета активности, учета движения, учета востребованности тех или иных мероприятий. Конечно, Лидер ID – это управление связанностью. И вот эта история про связанность, она, конечно, общими культурными нормами и протоколами обеспечивается, и Лидер ID – это один из таких протоколов, одна из таких норм. Здесь проходят разного рода активности. Это и мероприятия, это встречи, это переговоры, это различные интерактивного плана мероприятия. Мы, как корпорация, проводим здесь огромное количество мероприятий. Допустим, мы много проводили мероприятий по парку будущих поколений, со скейтерами, там, со школьниками, еще с какими-то ребятами. Первого дня открытия точки кипения мы здесь проводили встречи со стартаперами, и все эти встречи были, конечно, без галстуков. Здесь часто проводятся различные хакатоны, и это очень полезно для инновационной экосистемы. Нам еще очень повезло с тем, что мы выбрали очень удачное место. Ленина 1. Нахождение точки для инновационной экосистемы. Очень важно, что благодаря точке вовлекаются в наше движение новые люди. Точка действительно находится в таком месте силы. Здесь у нас есть и IT-парк, сейчас открылся, высшая школа инновационного менеджмента. Точка кипения – абсолютно важный и необходимый элемент для любой экосистемы инновационного развития сейчас у нас в стране. По сути, из точек кипения вырастает будущее нашей страны. И в этом сила этого формата. И мы видим, что этот формат оказался крайне востребован и очень органичен. Точка кипения может выступать как платформа, обеспечивающая ресурсно, инфраструктурно возможность сообщества обмениваться данными. Точки кипения направлены на формирование сообщества развития. А есть и те, кто уже существовали до создания точки кипения, они приходят, пользуются пространством, а есть те, которые только формируются. Сообщество – это хаотически организованная общность. Она не всегда имеет свои собственные ресурсы, но всегда имеет свою собственную повестку. Вокруг точки сформировалось ядерное сообщество. Мы начинали эту работу, я помню, месяц там с командой. Сейчас вот к ней подключили еще больше людей. Провел совместную лекцию с Арсением Сергеевичем по новым векторам развития. И эти векторы развития вошли в основу повестки точки кипения. Сюда же мы и учли повестку агентства стратегических инициатив. Ключевыми треками развития являются 6 направлений. Есть также 3 сквозные. И эти векторы развития вошли в основу повестки точки кипения. Действительно, за этот год стал тем местом, где фактически формируется повестка, вот эта повестка развития
И здесь обсуждают самые разные вопросы. Не только вопросы там, экономики, но и вопросы социальные, вопросы общественные. Это место, где как раз вот соединяясь вместе, идеи бизнеса, идеи власти, идеи общественников, идеи просто граждан, да, они вот переплетаются, прорастают друг друга и в конечном итоге дают очень хороший результат. Недооценить или переоценить важность точки для республики, конечно, невозможно. Это сейчас самая демократичная площадка. И точка кипения становится тем пространством, в котором честно, без галстуков и без каких-либо ограничений люди совершенно разных бэкграундов думают и проектируют свое будущее. Здесь можно генерить проекты, связанные с будущим, и это очень актуальная тема для точек кипения, потому что мы говорим про 2035 год. И есть национальная технологическая инициатива, которая тоже дает отдельные возможности тем, кто задумывается о будущем технологий, о будущем кадров, талантов. Кружковое движение – это сообщество энтузиастов, которые вовлечены в процесс развития индивидуальных талантов каждого ребенка. И точка кипения для нас специально выделила аудиторию, где мы собираемся с участниками, вовлекаем новых людей в наше сообщество кружкового движения и активно работаем над реализацией различных проектов в рамках повестки НТИ. Это видео могут смотреть те люди, которые еще не открыли точку у себя в крае, в области, в республике. Было понятно, что это не история там, про какой-то магазин или простой коворкинг. Очень долго люди не понимали, а как это, что за модель, где все бесплатно и в чем тогда плюс. На самом деле это вот про более длинные стратегии. То есть когда мы вроде бы здесь несем какие-то расходы, но эти расходы возвращаются с туриста, и когда принимается то или иное правильное решение по развитию республики. Я считаю, что эффект, конечно, колоссальный. На самом деле, как и многие интересные вещи, появившиеся снизу, спонтанно, в результате энергии различных людей, которым не хватало вот такого пространства, без галстуков, без политической окраски, без какой-то коммерческой составляющей, в котором единомышленники могут проектировать и думать о будущем. Именно из этого родилась идея точки кипения, из того, что форсайты и мышление о будущем должно было иметь некое физическое приземление. Я вижу, как это работает в других городах, вижу, как работает у нас в Якутске. Уверен, что успехи во многом сегодня и республики, и Якутска как раз в области инновационных технологий, креативных технологий, в области развития вообще в целом гражданского общества, они связаны с наличием у нас точки кипения.